Дорогие друзья, приветствую вас из нашего удивительного города Барселона. Сегодня мы поговорим о получении вида на жительство без права на работу. По-испански это звучит как «residencia no lucrativa». Если вы не можете на сегодняшний день позволить себе испанскую золотую визу, это вовсе не означает, что у вас нет возможности получить для себя и членов вашей семьи вид на жительство в Испании другого типа. По смыслу, резиденцию без права на работу я бы назвал резиденцией рантье. Суть резиденции рантье состоит в том, что вы документально демонстрируете возможность обеспечивать минимальный требуемый уровень жизни для себя и членов вашей семьи без необходимости ведения здесь, в Испании, трудовой деятельности. Правильное, понятное испанским чиновникам документальное разъяснение этой самой сути и ведет вас в 100% случаев к получению резиденции. Не буду подробно останавливаться на формальных требованиях, просто их перечислю. Нужно быть несудимым, иметь полис медицинского страхования, паспорт со сроком действия не менее 1 года, медицинскую справку, справку об отсутствии задолженности по налогам. Если выезжают несовершеннолетние дети школьного возраста, то они должны быть на момент подачи заявления на вид на жительство уже устроены в частный негосударственный колледж в Испании. Колледж должен выдать специальное письмо, в котором указан номер его колледжа лицензии на образовательную деятельность, распорядок занятий, подтверждено, что вступительный взнос оплачен полностью. Повторяю, все эти требования носят формальный характер, здесь ничего сложного нет. Остановлюсь подробнее на самом сложном и интересном. Как доказать вашу финансовую состоятельность рантье? Важное замечание. Доказательства должен предъявлять только глава семьи. Если выезжают муж с женой и детьми, то доказательство финансовой состоятельности показывает один из супругов, тот, кто является источником доходов. Если оба супруга являются источником доходов и ни один из них не способен покрыть своими доходами требуемые минимумы, о которых мы говорим далее, то тогда есть смысл показать доходы обоих. Если жена с детьми просит вид на жительство, а муж нет, то в этом случае жена рассматривается как глава семьи и доказательства предъявляет она. Если вместе с вами выезжают родители, то они рассматриваются как отдельная семья со своим главой семьи. В исключительных случаях престарелый родитель может рассматриваться как член вашей семьи, если он финансово зависит от вас. Это отдельная тема, ее нужно изучать отдельно для каждого конкретного случая. Я с вами готов ее рассмотреть во время вашей персональной консультации. Замечу, что все, что сказано в этом видео, базируется на моем личном многократном успешном опыте прошения вида на жительство в Испании для семей с совершенно разным составом. Домысливание и отклонение от сказанного здесь не может гарантировать вам 100% результата. Какой же минимальный уровень жизни вы должны обеспечить, чтобы получить вид на жительство без права на работу в Испании? Первое. Иметь жилье минимально достаточное, соответствующее среднему уровню испанской семьи. Что такое минимально достаточное жилье? В Испании жилье считают не по количеству комнат, а по количеству спален. Если в вашей семье 4 человека, например, муж, жена и 2 разнополых детей, то вам нужно иметь по меньшей мере квартиру, в которой есть салон, кухня, 1 двойная спальня, так называемая супружеская спальня, и 2 индивидуальные спальни для каждого из разнополых детей. Если дети однополые, то будет достаточно иметь 2 двойные спальные комнаты. В Испании спальни считаются двойные, когда можно поставить 2 отдельных или 1 двуспальную кровать, и индивидуальные, когда в комнату входит только 1 односпальная кровать. В купчих, в описаниях жилья всегда можно встретить столько-то двойных, добле, столько-то индивидуалес, индивидуальных. Обращаю внимание, что о стоимости квартиры в требованиях нет речи. Если вы уже располагаете или приобретаете квартиру с нашей помощью, со спальными местами для всех членов семьи, то таким образом можно сказать, что требования по обеспечению жильем вы выполнили. Иногда мне задают вопрос, можно ли при прошении резиденции показать не собственное жилье, а арендованное жилье. Делать это можно. Закон как не оговаривает его стоимость, так и не настаивает, чтобы жилье было собственным. Но при этом следует учесть ряд особенностей. При подписании контракта на длительную аренду, а именно такой контракт вам нужно будет предъявить для прошения резиденции, нужно заплатить сумму, эквивалентную 4, а то и 5 арендным платам. Стоимость первого месяца – это комиссия агентства. Внести плату за первый и последний месяц аренды.
Стоимость одного месяца – это фианс, залог, гарантирующий оплату коммунальных услуг и сохранность недвижимости. Стоимость одного месяца – взнос в государственный фонд, контролирующий все действия на рынке аренды. Арендовать придется начинать до подачи на резиденцию, не зная, дадут вам ее или нет. Если все закончится благополучно, то нужно учесть то, что квартиры для длительной сдачи в аренду, как правило, идут без мебели, в которую вам придется вложиться. И также зачастую без косметического ремонта, в который также придется вложиться. Таким образом, арендное жилье не является дешевым вариантом, а даже наоборот, ведет к значительным невосполнимым затратам и ни в коем мере не увеличивает ваши шансы на получение резиденции рантье и не добавляет уверенности у испанских чиновников в вашей финансовой состоятельности. Итак, с жильем разобрались. Теперь второй момент – это доходы. Документированные доходов я всегда разбиваю на три временных части – прошлое, настоящее и будущее. Прошлое. Вы показываете, что в прошлом у вас были доходы, а конкретно за 3 прошлых года желательно также показать прошедший кусок текущего года. Настоящее. Вы показываете, что вы не все заработанные деньги потратили, а все же у вас что-то на счетах осталось. Будущее. Документально показываете, как доходы будут приходить вам в будущем, без необходимости вашего прямого участия. Теперь перейдем к документам, которые будут служить доказательствами вашего финансового прошлого, настоящего и будущего. Доказательствами доходов прошлого, в зависимости от того, являлись ли вы предпринимателем, наемным работником или тем и другим, принимаются декларации о доходах модели 2 НДФЛ и 3 НДФЛ. Если доходы в прошлом частично происходили от продажи имущества, акций, это тоже принимается во внимание. Не обязательно, чтобы все они происходили непосредственно от вашей предпринимательской или трудовой деятельности. Какого размера должны быть эти доходы прошлых лет? Здесь нужно произвести небольшие арифметические расчеты. Исходим из размера специального индикатора минимальных доходов. На 2017 год он равен 532 евро 50 центов. На главу семьи должен приходиться доход, равный 400% указанного индекса. Это 25 560 евро годовых. И на каждого дополнительного члена семьи 100% от индекса. Это 6390 евро в год. Таким образом, если мы говорим о семье из 4 человек, состоящей из 2 взрослых и 2 детей, нужно иметь суммарный годовой доход не менее 44 730 евро. Эта цифра минимальная. Я всегда призываю показывать удвоенные минимальные цифры. Если вы по доходам показываете, что шли на минимум в прошлом, то вы легко можете опуститься в будущем ниже этих минимумов и стать нагрузкой для системы социального страхования Испании. Поэтому настаиваю на том, что по крайней мере последний год перед подачей на резиденцию вы должны по доходам выйти на удвоенную, а если получится, то и на утроенную минимальную требуемую цифру. Резюмируя. Чтобы подтвердить финансовое благополучие вашей семьи, вы демонстрируете декларацию о доходах 2 НДФЛ или 3 НДФЛ, или то и другое за 3 последних года. Сумма доходов по декларациям за последний год должна показывать доход не меньший удвоенному минимальному требуемому. Если вам важен положительный результат, то доходы, указанные в декларациях за 2 остальных предыдущих года, никогда не должны быть меньше минимальных цифр. Не относитесь формально к этому моменту. Теперь о настоящем. Как я сказал раньше, мы должны продемонстрировать, что те деньги, которые мы показывали в декларациях прошлых лет, мы имеем в наличии, по крайней мере, часть из них. Сколько денег? Какая сумма? Желательно удвоенная или утроенная минимально достаточная. Чтобы результат был уверенно положительным, деньги должны находиться на испанском счету главы семьи. Для подтверждения наличия средств берется справка из испанского банка с указанием остатка по счету и выписка с движениями средств по этому счету за 3 последних месяца. Оба пункта обязательны. Вот мы имеем настоящее, подтверждающее наше прошлое. Этот пункт косвенно работает не в пользу арендной недвижимости. Ведь открывать счета в Испании, не имея недвижимости, а значит не имея достаточных оснований для закачивания на них средств, будет еще одной не совсем простой задачей в современных условиях. Теперь о будущем. Нужно показать, каким образом будут приходить ваши доходы в будущем, в то время, когда вы проживаете в Испании как рантье.
Не нужно перегружать ваш пакет документами, чтобы испанские чиновники в них не смогли разобраться. Этим вы только ухудшите общее впечатление, и это может вызвать недоверие и отказ. Документов должно быть минимальное достаточное количество. Если вы предприниматель, то достаточно показать выписку из Государственного реестра юридических лиц, где вы фигурируете как учредитель. В пояснительной записке вы напишите, что доходы от деятельности вашей компании за последние годы только росли, что отражено в ваших декларациях о доходах за прошлые годы и подтверждено остатками на счетах в испанских банках. Этого будет достаточно. Очень важно, чтобы ваша компания была реально действующей и имела свой сайт в интернете. Для наемных сотрудников доказательствами происхождения средств в будущем могут быть доходы от акций, облигаций, договора на аренду, принадлежащие членам семьи, отъезжающей в Испанию собственности. В ход может идти любая собственность, квартиры, дома, гаражи, земельные участки, а также доли в такой собственности. В этом случае доказательной базой будут являться договора аренды и свидетельства о собственности на объекты недвижимости или доли в них. По сумме доходов, которые мы должны продемонстрировать, как в случае с предпринимателями, так и в случае с наемными работниками, все то же, что и для прошлого, и для настоящего. То есть удвоенную минимальную требуемую сумму. Напоминаю, минимальные суммы 25 560 евро годовых на главу семьи и 6390 евро в год на каждого дополнительного члена семьи. И не забудьте их удвоить. Первичное прошение осуществляется в консульстве Испании по месту вашего жительства. Там же вам в паспорт вклеивается выездная виза типа D. Эта виза позволяет вам выехать в Испанию и в 30-дневный срок подать документы на карточку резидента в местный отдел по работе с иностранцами. Вы приезжаете в Испанию, делаете прописку и подаете документы на карточку резидента. Тех документов, которые у вас уже есть, достаточно, чтобы получить первую карточку сроком на 1 год. Через год вы продляете карточку на 2 года, потом еще на 2 года, и по истечении 5 лет проживания в Испании получаете постоянную резиденцию, срок действия карточки постоянного резидента для вашего типа резиденции 5 лет. Всегда у наших клиентов возникает вопрос, а при продлении тоже нужно собирать весь этот пакет документов? Нет, при продлении все гораздо проще. Вы показываете, что у вас есть медицинская страховка, вы прописаны, дети учатся, есть средства на счету в банке, минимуме те же. Проследите, чтобы у вас не было задолженности по местным налогам и штрафам. Очень важный комментарий. После того, как вы прожили в Испании полный календарный год с 1 января по 31 декабря, или, точнее сказать, провели в Испании более 183 дней в календарном году, вы здесь становитесь налоговым резидентом. И начиная с апреля, следующего за этим годом, вы должны начать предоставлять в Испании декларации о доходах физических лиц. Некоторые типы деклараций подаются до конца марта, поэтому позаботьтесь об этом заранее. Мы оказываем поддержку наших клиентов по этому вопросу. Вот вы живете в Испании без права на работу. А что же потом, если ваши источники на родине иссякли? Можете ли вы зарабатывать здесь, в Испании? Обладатель резиденции без права на работу не может занимать рабочее место работника по найму, но может быть владельцем бизнеса резидента Испании и от его лица вести предпринимательскую деятельность, нанимать и увольнять персонал, покупать, продавать, экспортировать, импортировать товары, оказывать услуги, держать кафе или ресторан. Если у вас рождаются дети, в то время как вы законно проживаете в Испании, по вашей резиденции без права на работу, ваш ребенок имеет право на получение испанского гражданства. Также, учитывая, что ваши дети полностью ассимилируются в испанскую систему, они, скорее всего, будут создавать свои семьи уже здесь с гражданами ЕС, а значит, автоматически получат все права местных жителей. По истечении 10 лет вы можете подать на испанское гражданство или, если ситуация с занятостью в стране изменится, то и получить право на работу. Решать вопросы отсюда значительно проще, чем извне. Нельзя сказать, что все тривиально просто, но при ближайшем рассмотрении мы видим, что можно получить резиденцию Испании относительно скромными усилиями. Средства, которые вы демонстрируете, они остаются вашими, вы их можете тратить или экономить, это ваше личное дело. Недвижимость в Испании остается также вашим активом, в котором будет проживать ваша семья. Наша компания берет на себя полный пакет услуг, начиная от взвешенного вложения средств в недвижимость
На эту тему смотрите наше видео под названием «Пакетные вложения в испанскую недвижимость. Предложения для инвесторов и не только». До помощи в подготовке пакета документов с целью прошения резиденции Испании и последующего продления резиденции здесь, в Испании. На протяжении вашей жизни здесь мы оказываем налоговое консультирование и способствуем решению различного рода бытовых проблем. Если вы работаете с нами, то знайте, каждый ваш шаг здесь, на испанской земле, будет взвешен и обдуман. Вы моментально получите доступ к знаниям, накопленным нами за 2 десятилетия профессиональной деятельности. Наш опыт станет вашим, и вы сможете почувствовать себя в Испании как дома с первой минуты. До новых встреч на нашем канале и в реальной жизни. Чао!